Ассаляму алейкум, хайрлах шамлар, добрый вечер. В эфире телеканала АТР вы смотрите информационно-аналитическую программу «Бугунь». В студии для вас работаю я, Гульсум Халилова. Следующие 3 часа в этой студии с гостями, которые подключатся к нам в эфир, мы обсудим основные события сегодняшнего дня и новости, которые появились накануне. Для начала традиционно предлагаю подключить к нашему эфиру журналиста Романа Спиридонова прямо из Ньюсрума. Он с нами сейчас на прямой связи и готов рассказать о новостях, которые готовят вечерние выпуски «Заман». Рома, приветствую, мы слушаем тебя. Привет, Гульсум. Сегодня в наших выпусках мы будем говорить о таких темах. В Российском Южном окружном военном суде допросили Олега Приходько. Его защита предоставила доказательства невиновности. Напомню, что украинского активиста Олега Приходько оккупанты задержали в Крыму 10 октября прошлого года. ФСБшники обвинили его в незаконном приобретении и хранении взрывчатых веществ, а также в том, что он якобы планировал взрыв в здании Генерального консульства России во Львове. Подробности этого дела мы расскажем в сегодняшних наших выпусках новостей. Напомню, что после того, как Олега Приходько оккупанты задержали, его отправили в СИЗО, и на сегодняшний день у него ухудшилось состояние здоровья, у него проблемы со слухом, он фактически не слышит, что происходит на заседаниях, точнее, слышит очень плохо. И родственники, и адвокаты пытались добиться лечения, чтобы вылечить Олега Приходько, но получали отказ. И, как нам известно, в последнее время удалось лишь доставить лекарства в СИЗО для Олега Приходько, которые не могут повлиять кардинально на его состояние здоровья, и только лишь стабилизировали его состояние. Несмотря на его плохое самочувствие, оккупанты отказываются менять ему меру пресечения, его держат за решеткой и продолжают судить по сфальсифицированным обвинениям. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба представил главе Министерства иностранных дел Объединенных Арабских Эмиратов платформу по деоккупации Крыма. Это произошло во время визита нашего министра в Объединенные Арабские Эмираты. Стороны обменялись мнениями по региональным вопросам внешней политики Украины и ОАЭ. Дмитрий Кулеба рассказал своему коллеге Анвару Гаргашу о создании крымской платформы. 20 октября во время выступления в Верховной Раде президент Владимир Зеленский заявил, что вопрос возвращения Крыма, деоккупации Крыма возвращен в международную повестку дня и впоследствии создать переговорную площадку по Крыму, крымскую платформу. Об этом он заявил, и выступая на открытии Генеральной сессии ООН. И когда он говорил о том, что такое крымская платформа, он говорил, что это координация международных усилий по защите прав крымчан и деоккупации полуострова. Согласие присоединиться к этой платформе уже выразили в Евросоюзе, Великобритании, США. Свою поддержку высказала и Турция. К переговорам в рамках крымской платформы Украина намерена пригласить и Россию, которая является ответственной за оккупацию нашей территории. И вот по приглашению и на приглашение украинского Министерства иностранных дел уже отреагировали в России. Пресс-секретарь Министерства иностранных дел страны-агрессора Мария Захарова заявила, что Россия готова участвовать в крымской платформе. Правда, если на этой площадке будут обсуждать проблемы полуострова, начиная от водоснабжения и до транспортного сообщения. А также они хотят посмотреть, что из этого получится, добавила Захарова. Но я напомню, что в заявлениях нашего Министерства иностранных дел часто звучала информация, что конструктива от участия в этой платформе России ожидать не стоит, потому что Россия отказывается признавать очевидные вещи, что она оккупировала полуостров. Но, тем не менее, такое приглашение россияне получат. А в оккупированном Крыму уже 4-й день бьют рекорды по заболеваемости COVID-19. За минувшие сутки там обнаружили 345 новых случаев, а еще 10 человек умерли. Об этом сообщают оккупанты, информации которых не доверяют наши правозащитники, поскольку они
могут закрывать часть этой информации, давать недостоверные данные и не учитывать случаи заболевания коронавирусом в силовых структурах и в российской армии. И на полуостров уже завезли первую 1000 доз несертифицированной российской вакцины «Спутник-5». Об этом сообщил глава оккупационного государственного совета Крыма Владимир Константинов. Массовая принудительная вакцинация начнется 12 декабря. Первыми эти дозы получат медики, которые работают в красной зоне, а другие группы риска уже начнут прививать со следующего года. При этом сами россияне опасаются прививаться российской прививкой. Об этом они активно заявляют и в соцсетях, и в интервью журналистам. Об этом мы сегодня будем делать сюжет. И это все на фоне того, что президент России Владимир Путин не стал прививаться этой российской вакциной. И, как заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, не стоит рисковать здоровьем главы российского государства, поскольку вакцина не сертифицирована. То есть проводится такой эксперимент. Массово планируют начать вакцинацию рядовых жителей России. Из-за этого страдают и жители оккупированного Крыма, поскольку их тоже будут принудительно прививать. А сам российский президент не собирается прививаться. Ну вот это такие темы, о которых я рассказал. Больше в выпуске новостей сегодня в 19:00 на украинском и в 21:00 на крымско-татарском. Гульсум. Çok sağ ol, Роман. Это был наш журналист Роман Спиридонов прямо из Ньюзрума. Не пропустите вечерние выпуски новостей в 19:00 с Фурьяне Ситумеровой и в 21:00 с Шевкетом Наматулаевым. Ну а мы работаем в прямом эфире и перейдем к обсуждению вышеупомянутых новостей не только. Вы также можете присоединяться к нашему эфиру на экраны ваших телевизоров. Режиссера периодически выводят номер телефона +380 73 419 41 58. Звоните нам абсолютно бесплатно по Вайберу. Присоединяйтесь по скайпу atr.tv. Задавайте ваши вопросы, нам важен ваш голос. Ну а мы наш эфир начнем со следующего информационного сообщения. Как известно, Генеральная ассамблея Организации Объединенных Наций накануне приняла проект усиленной резолюции Украины по российской милитаризации Крыма. Как отметили в постоянном представительстве Украины в ООН, главная цель резолюции – это обеспечение вывода российских военных из Крыма. Против украинской резолюции ООН по милитаризации Крыма проголосовали 17 стран, в том числе Россия. За принятие документа высказались 63 страны, еще 62 воздержались. Результаты голосования опубликовал постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица. Так, против проекта резолюции голосовала Россия, Армения, Беларусь, Камбоджа, Китай, Куба, Северная Корея, Иран, Кыргызстан, Лаос, Мьянма, Никарагуа, Сербия, Судан, Сирия, Венесуэла и Зимбабве. С нами сейчас на прямой связи Валерий Кравченко, директор Центра международной безопасности. Пане Валерию, витаю вас. Добрый день. Добрый день. Сегодня министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отметил, что принятие усиленной резолюции по милитаризации Крыма позволит осуществлять еще большее давление на Россию. Вот что он сказал, предлагаю вместе его послушать. Ухвалення резолюції свідчить про те, що мілітаризація Криму, яка здійснюється Російською Федерацією як державою-окупантом, залишається в центрі уваги міжнародної спільноти, яка розглядає перетворення Криму у величезну військову базу як пряму загрозу безпеці і стабільності в регіоні. Также руководитель прокуратуры Автономной Республики Крым и Севастополь Игорь Паначевный поприветствовал принятие резолюции по милитаризации в Крыму и отметил, что это является важным вкладом для продолжения международного давления на Россию. Вот его цитата. Це важливий внесок в продовження міжнародного тиску на Російську Федерацію, оскільки держава-окупант активно здійснює мілітаризацію Кримського півострова і нарощує військові потужності в Чорному морі. Серед іншого, резолюція також закликає Російську Федерацію припинити військову пропаганду серед дітей, головною метою якої є проведення подальших незаконних призовних кампаній в ряди Збройних сил Росії. Ну а вот в России очередная истерика. Там первый заместитель постоянного представителя России при ООН считает, что принятая 7 декабря резолюция по милитаризации Крыма никак не повлияет на жизнь жителей полуострова. Он назвал документ лживым и абсурдным. Все, что остается майданным властям, которые своими действиями и пронизанной ненавистью и национализмом риторикой оттолкнули от себя крымчан, в бессильной злобе штамповать ни на что не влияющие лживые и ущербные резолюции.
Ну, раз такая реакция от России, значит, все-таки она на что-то влияет, пане Валерій? Ну, конечно, наверное, влияет, но и Россия реагирует так, как должен реагировать агрессор, оккупант. Украине очень важно с года в год напоминать о себе, о важности темы Крыма и о том, что никогда не будет для цивилизованного мира эта тема закрыта, как этого хотела, наверное, бы Российская Федерация. И, конечно, немножко смущает вот эта динамика, когда мы, наверное, не дорабатываем дипломатически, потому что с каждым годом у нас уменьшается количество стран, которые поддерживают эти резолюции. Но у нас с прошлым годом ничего не уменьшилось, было 63, есть 63. Однако просто давайте вдумаемся в то, что из африканских стран, которые, как известно, 54 члены ООН, за резолюцию проголосовало всего 2. Это Ботсвана и Либерия. То есть у нас есть огромный пласт возможностей работать с такими странами, которые, в принципе, демократические в Африке, в Южной Америке. В Южной Америке ни одна страна не поддержала эту резолюцию. Немножко меньше в Азии, поскольку там есть влияние определенной Российской Федерации. Мы видим позицию Ирана, позицию Китая по этому вопросу. Ну, однако мы, наверное, не дорабатываем, поэтому есть куда стремиться. Вот меня лично удивила позиция Азербайджана, ведь наша страна активно поддерживала Азербайджан в вопросе восстановления ее территориальной целостности. Мы оказывали всяческую дипломатическую, политическую поддержку. Да что там говорить, мы Азербайджан определили своим стратегическим партнером, но здесь на голосовании мы видим, как Азербайджан воздерживается. Это что? Это такое голосование ногами, как называется в Организации Объединенных Наций, или просто нежелание проявить свою позицию? Азербайджан поддержал только одну нашу резолюцию, там, где было 100 стран, это по оккупации Крыма в 2014 году. После этого, это последовательная позиция, они не приходят на голосование. То есть это не голосование ни за, ни против, они просто никогда не проявлялись на голосование, ни по правам человека, что понятно, есть в Азербайджане все-таки режим Ильхама Алиева, и там есть определенные вопросы у Transparency International, у международных правозащитных организаций относительно прав человека в Азербайджане. Ну и вот по милитаризации точно такая же позиция, уже не первый год. Очень примечательно, что Турция голосует за нас каждый год. Азербайджан, который всегда мы рассматриваем в спарке с Турцией, именно если говорить про этот регион, про Кавказ, всегда голосует вот так. Ну, мы видим российских миротворцев в Карабахе, мы понимаем сложность архитектуры для Азербайджана и необходимость в определенной степени лавировать. Поэтому я бы, конечно, не осуждал их за эту позицию, но, конечно, так стратегический союзник, как это написано в стратегии национальной безопасности, наверное, поступать не должен. Давайте подключим к нашей дискуссии Сергея Пархоменко, директора Центра внешнеполитических исследований, который с нами сейчас на прямой связи. Пане Сергею, витаю вас. Добрый вечер. Добрый вечер. Ну что ж, вот мы сейчас обсуждаем принятую резолюцию в Организации Объединенных Наций по милитаризации Крыма и говорили о тех странах, которые поддержали, воздержались и не проголосовали. В частности, говорили про Азербайджан, который воздержался. Вот как вы себе объясняете этот азербайджанский феномен, когда мы поддерживаем, да, их территориальную целостность, их мы определяем как своего стратегического партнера, а тут Азербайджан просто воздерживается? Насправді ніякого феномену нема. Ми повинні говорити відверто. Ми чомусь думаємо, що Азербайджан підтримує Україну, він там проукраїнський. Друзі, це наївно і це не є правда. Ми вгадуємо якісь казки, що там проукраїнська країна якась там підтримує нас і так далі. Віримо в ті казки. Азербайджан ніколи проукраїнський не був, якщо ми говоримо про особливо останні, не знаю, там років 20. Я не пам'ятаю, як 90 чи малий я був. А зараз Азербайджан, ну, не можна його вважати проукраїнським, вважати якимось надійним союзником. Ну, були спроби там в 2005-2006 роках, коли слилося ГУАМ, якось активізувати наші стосунки. Азербайджан є лояльний до Росії. Це диктаторський режим, близький по духу режиму Путіна, і співпраця з Росією
для них є більш пріоритетним, ніж співпраця з Україною. Те, що вони там підтримують Туреччину, ну зрозуміло, це їх головний партнер, але при цьому вони прекрасно підтримують Росію. І ця підтримка виражається в тому числі в голосуваннях чи не голосуваннях, і в інших діях, які, скажем так, не идут на користь Украины. Но примечательно то, что хоть и Турция также имеет свои торгово-экономические отношения с Россией, Турция все же голосует за резолюцию по Крыму. Давайте розберемось, чому Туреччина голосує за резолюцію по Криму. В Туреччині є впливова кримсько-татарська діаспора, яка не дає Анкарі офіційній замовчити тему Криму. Давайте будемо говорити про тих, хто дійсно працював, і, зокрема, про українських деяких дипломатів так само треба говорити, які дійсно працювали для того, щоб Туреччина тримала цю позицію. Це була послідовна позиція, яка і зараз, власне, з боку Туреччини проявляється. Тобто те, що ми не працювали за часів там попереднього президента Порошенка, ми зараз маємо результат. Це була ефективна робота наших дипломатів на турецькому напрямку і, звичайно, величезна подяка кримським татарам, які проживають в Туреччині, які, в принципі, є головним двигуном того, що Туреччина діє на користь Україні, зокрема в питаннях Криму, всіх практично без винятку питаннях, там, які стосуються резолюції, політичної підтримки там чи інших моментів, які зараз можна дати в якості. Давайте поговорим про эффективность этой резолюции по милитаризации полуострова. Пане Валерию, вот в долгосрочной перспективе мы можем увидеть какие-то результаты по этой резолюции? Как мы можем ее применять? Ну, давайте скажем, что впервые, наверное, мы делаем большой акцент, кроме Крыма, кроме вопроса милитаризации, в принципе, на всю архитектуру безопасности в Черноморско-Каспийском регионе и Россию, политику ревизионистскую, реваншистскую России как дестабилизирующий фактор, который здесь ключевым является. И также мы, наверное, впервые акцентируем внимание на Азовском море. Азовское море, которое я называю аннексированным фактически, да, то есть и мы сейчас практически не имеем контроля к этому морю через Керченский мост, который Россия строила, в том числе и вот с такой целью блокировать Азовское побережье. Тут, если мы говорим о эффекте, то давайте просто скажем, что ООН — это не та организация, которая будет отвечать за эффект. Но ООН — это та организация, где мы можем доносить определенную позицию, и эту позицию возможно имплементировать и на других форумах, на других участках. И я хотел бы видеть более активное участие в ОБСЕ. Если говорить про Черное море конкретно, вот, и аспекты милитаризации, есть Венецианский форум для средиземноморских государств ОБСЕ. Почему не сделать форум в Варне, в Констанце, в Одессе и говорить про проблемы милитаризации Черного моря, про проблемы, которые, по сути, благодаря одному государству здесь происходят. И если говорить про НАТО, то Украина и Грузия активно участвуют в разработке стратегической концепции как страны-партнеры, но, тем не менее, их привлекают к наработке стратегической концепции Альянса, которая должна быть утверждена на саммите в 2021 году. И одним из аспектов должна быть Черноморская стратегия Альянса. Здесь политика сдерживания абсолютно необходима. Это политика, которую будет исповедовать администрация Джо Байдена. И Украина, и Грузия — это два актора, которые крайне важны для вот такой политики сдерживания. Это вы говорите об усилении Североатлантического альянса в Черноморском регионе? Да, абсолютно. Я просто хочу вам объяснить, что сама по себе резолюция ООН — это резолюция ООН. То есть она имеет, конечно, важный политический аспект с точки зрения напомнить о себе, но все-таки ООН — это не та, наверное, организация, особенно если говорить про права в России, где можно ожидать определенные прорывные решения. То есть мы должны продуцировать эти решения на других площадках, но одна из таких площадок мы пытаемся наново создать, это Крымская платформа. И наполнить перейдем еще
к Крымской платформе. Вот, пане Сергею, действительно про право вето России в Совбезе ООН хотела еще поговорить. Ведь мы видим, по сути, как Россия сейчас открыла некий ящик Пандоры и нарушила институциональный и такой юридический строй всего мирового порядка. Она нарушает все международные директивы и при всем при этом еще и является страной, на территории которой наибольшее количество нарушения прав человека, и при этом она имеет право вето в Совете Безопасности ООН по правам человека. Вот не дискредитирует ли это ООН как структуру, которая была создана после Второй мировой для обеспечения мира и безопасности? На что мы можем вообще рассчитывать, пане Сергію? Ну, скажіть, будь ласка, а на що ми можемо розраховувати, що ми можемо очікувати від організації, яку, власне, створила одна з країн, яка, власне, цю світову війну і розв'язала? Давайте говорити про те, що Радянський Союз несе таку саму відповідальність за Другу світову війну. Він був один з фундаторів ООН. Коли, вибачте, оцей казус, якась страшна історична несправедливість, чи, можливо, і закономірність якась, ну, коли агресор створює організацію, яка має боротися за мир у всьому світі, це означає, що ця організація не буде виконувати функцію, які на неї було покладено іншими державами. Ніякий мир вона не забезпечить. Це не ефективна організація, але тим не менш ми поки що іншого немає. Тобто я не думаю, що в плані ООН буде якийсь прорив, якісь зміни, які дозволять, по-перше, і Росію поставити на місце, і взагалі більш ефективно вирішувати питання людства. Це не ефективна структура, і ми ще побачимо, я думаю, навіть дуже скоро побачимо реальну кризу, не тільки інституційну, принципі, кризу цієї організації. Тому я скажу, не очікую нічого, ніяких проривів, ніяких позитивних речей, які можуть з'явитися спільна Організація Об'єднаних Націй, тому що, вибачте, Росію толерують і ООН, в тому числі вони недостатньо відповідально і послідовно діє щодо країни, яка була одним з фундаторів. Бояться Росії, не хочуть їх виключати, позбавити права вето. Це все можливо. Можна змінювати, в принципі, певні правила, і якби у більш лідерів була політична воля, можна було б це змінити, і Росія б не було б представником Ради безпеки і не мало б права вето. Але це не робиться, тому забудемо про ООН, і треба шукати інші шляхи, інші формати, інші майданчики, інші способи деокупації Крима і звільнення Донбасу. Милитаризация Крыма, мы понимаем, что повлекла за собой огромное количество социально-экономических, гуманитарных проблем, а в частности привела к дефициту воды на территории временно оккупированного полуострова. Недавно появилось сообщение, что Бахчисарай и его окрестности наряду с Симферополем оказались в числе первых заложниками дефицита воды в Крыму. И вот летом, как известно, ввели жесткий график подачи воды, который сейчас внедренный в Ялте. Сейчас Бахчисарайское местное водохранилище стало стремительно уменьшаться в объемах. В начале ноября оккупационные власти Крыма сообщали, что Бахчисарайское водохранилище является наименее наполненным из всех в Крыму. Также воды в Аянском водохранилище, из которого снабжают Симферополь, осталось на 8 дней, сообщил руководитель оккупационного предприятия «Водя Крыма» Владимир Баженов на заседании оперативного штаба по проблемам водоснабжения оккупированного полуострова. Послушаем вместе его цитату. Запасов Аянского водохранилища осталось на 8 дней, но мы не переживаем, потому что на этой неделе очень важное для нас событие. Это будет врезка перемычки, которую делает Чечен-проект. Это позволит воду с западного направления гарантированно подать аж до Аянского водохранилища. Мы успеем перехватить со скважины воду. Также на территории Крыма с начала года выявили почти 60 незаконных скважин для добычи воды, утверждает министр экологии и природных ресурсов оккупационного правительства Крыма Геннадий Нараев. Вот что он сказал. В этом году геологическим надзором приостановлены 4 лицензии на добычу полезных ископаемых. Силами министерства выявлены 58 незаконных скважин. За эту деятельность люди, создавшие эти скважины, получили штрафы. Пане Сергію, що скажете? К чому це все може привести? Ну, по-перше, я би не став взагалі би звертати уваги на воплі, чи навіть не воплі, якісь такі піск місцевих так званих чиновників, окупантів, місцевих колаборантів, можливо. Взагалі те, що вони говорять, це завжди треба ділити, якщо не на два, то однозначно там правди дуже небагато. Тому говорити про те, що в них там є якісь можливості
ситуацію, чи якісь можливості покращити стан з забезпеченням води. Тому що правозахисні українські і міжнародні структури погодяться, що там, відверто кажучи, ситуація критична. І критична, в першу чергу, для тих військових баз, які зараз Крим просто запічкані. Тому, враховуючи нинішню ситуацію, яка відбувається в Криму, взагалі, якщо дивитися на політику Росії, звичайно, військових баз вони воду знайдуть, а населення фактично може дійсно опинитися на межі гуманітарної катастрофи. Тому що населенням, окупантам начхати. Їм потрібно, щоб забезпечили їхніх військових. Росія панічно боїться. Путін навіть думку ще допускає, що Крим може повернути Україні, чи в Криму будуть якісь масові заходи, там за вимоги, мітинги за повернення власне Криму до України. І тому максимально мілітаризується півострів, а це все треба забезпечити. Звичайно, поки що свою армію вони якось якимось чином будують там і іншим необхідним будуть забезпечити. А от населення постраждає від того дуже. Дякую дуже вам, пане Сергію. Сергій Пархоменко, директор Центру зовнішньополітичних досліджень, був з нами на прямому зв'язку. Пане Валерію, вот как вам те меры, которые сегодня принимают оккупационные власти в избежание дефицита воды в Крыму, вот начиная от незаконного бурения артезианских скважин, заканчивая инициативой строительства там опреснительных установок на территории Крыма? Насколько вот эти меры устойчивыми могут быть? Это частичные меры, конечно. То есть для России, я уверен, все еще остается актуальная тема Северокрымского канала. Она сейчас немножко ушла из медиасферы, но, поверьте, следующим летом она вернется. То есть каждое лето, когда будет засуха, то есть когда вот эти полумеры, которые делают, они будут недействительны, то Россия будет будоражить мировое сообщество темой геноцида крымского народа, который устраивает Украина. И вот это очень важный такой инструмент, про который Россия будет всегда помнить. Уже более того они делают. Вот недавно спикер МИД РФ Мария Захарова сказала, что российская сторона готова участвовать в инициируемой Украиной крымской платформе, если на этой площадке будут обсуждать проблемы полуострова от водоснабжения до транспортного сообщения. Вот что она сказала. Если на этой площадке планируется обсуждать восстановление водоснабжения Крыма и подачи электроэнергии, снятие Киевом торговой и транспортной блокады полуострова, то мы не против такого сотрудничества. Но вот скажите, вот после такого заявления Захаровой можно ли утверждать, что она, в лице российской власти, фактически признала свою недееспособность в разрешении проблемы с дефицитом воды на полуострове вот этим заявлением? Они ничего никогда не признают. Они будут до последнего все отрицать и возлагать вину на кого-то другого. Хотя, конечно, вина абсолютно как оккупационной администрации на России находится за эту ситуацию. А как тогда расценивать вот это заявление Захарова? Но Украина же отправила приглашение. Вот они говорят, что мы готовы принять это приглашение. Но давайте реально рассказывать про проблемы Крыма и говорить и о том, как Украина может помочь российскому Крыму. Вот их ответ. То есть для нас это не имеет смысла абсолютно. И, честно говоря, на другой ответ я бы от них и не ожидал. То есть она могла бы ответить еще более, скажем, брутально на вот такое. То есть, но с другой стороны, мы и не можем и не отправить им это приглашение, потому что если мы говорим про любую платформу, если мы ставим себе за какую-то условный идеал, формат трехсторонней контактной группы, где там есть разговоры, и Россия как сторона конфликта представлена. Но Россия, конечно, наверное, никогда не пойдет. То есть и в этой крымской платформе, которую мы создаем, она будет абсолютно безответна со стороны России. То есть в платформу осуждения России Россия точно не пойдет. Ну а мы можем ли сделать вывод все же с ее слов, что перекрытие Северокрымского канала является таким мощнейшим инструментом в направлении деоккупации полуострова?
Ну, если помните, не только российские политики говорили и закидывали такую тему, но и некоторые украинские политики, приближенные к власти, говорили, что возможно какие-то подвижки с точки зрения разблокирования этого канала, и это как один из форматов нормализации отношений и, возможно, так вот, продвижение другой темы Донбасса, возможности деоккупации Донбасса, проведения саммита нормандского формата. Завтра, кстати, год, да. То есть безрезультатного саммита фактически. То есть для нас. вода как элемент торга. Вода всегда была элементом торга. И вода, особенно в условиях изменения климата, которые сейчас идут, тема воды будет использоваться и далее. А Украина может пойти на такой компромисс, как думаете? Ни в коем случае. Но сейчас ведь такой зрады нет. Ну, слава богу. Я надеюсь, что и не будет. Надеюсь, что все-таки прагматические отношения, то есть они, вот те, которые продуцируются отдельными политиками, вот давайте помиримся с Россией, потому что мы с Россией находимся рядом, мы соседи, и нам надо все равно дружить, несмотря на то, что было, то осталось в прошлом. Давайте все забудем и простим. Но нет, извините, я такого не приемлю, я в принципе не приемлю вот такие движения, то есть я сам из Донецка, то есть поэтому мне это абсолютно понятно, и это прецедент, который Россия будет использовать для других целей. Ни Крым не нужен России на самом деле, ни Донбасс не нужен России. России нужна сфера влияния в Украине. И вот все, что она сейчас делает, это пытается расшатать, создать здесь стратегический вакуум, который заполнит своим влиянием. И слабость внутри Украины — это то, чего очень сильно хочет Россия. Поэтому для Украины вот постулат, один из постулатов ключевых в стратегии национальной безопасности — это стойкость. Политика стойкости — это не только про критическую инфраструктуру и про кибервопросы, скажем, да, там, или про другие моменты, но и про социальную стойкость. Мы должны четко понимать, что есть социум, где наши красные линии, и идти, соответственно, этим красным линиям как в теме Донбасса, так и в теме Крыма. А у нашей нынешней, сегодняшней власти есть это понимание, где именно находятся эти красные линии и где их нельзя ни в коем случае переступать? Ну, пока что мы не видим таких брутальных примеров, когда бы вот эти красные линии потурались. Если говорить про ТКГ, то вспомните мартовская история с консультативным советом. Буквально через какое-то мгновение после того, как социум был возмущен этим моментом, да, по возможности прямых переговоров, вот сразу же такой блокиратор сработал, социальный, общественный, относительно вот этой красной линии. После этого активно никто не пытался переступать. Более того, мне нравится, как Украина себя ставит. То есть на учение «Кавказ-2020» мы ответили нашими учениями, мы ответили актуализацией военного сотрудничества с нашими ближайшими союзниками, это с американцами, с британцами. И вот такой симметричный ответ на то, что делает Россия в отношении Черного моря, в отношении нашего суверенитета и территориальной целостности, он мне импонирует. Ну и плюс многие сейчас приветствуют инициативу Зеленского создания крымской платформы. Вот недавно министр иностранных дел Украины Кулеба в интервью рассказал о приоритетах внешней политики страны. По его словам, это Крым, санкции против России, интеграция в НАТО. Также Дмитрий Кулеба недавно во время визита в Объединенные Арабские Эмираты представил главе МИД Объединенных Арабских Эмиратов Анвару Гаргашу платформу по деоккупации Крыма. Вот что он сказал. Сторони обмінялися думками з регіональних питань зовнішньої політики України і Об'єднаних Арабських Еміратів. Дмитро Кулеба розповів Анвару Гаргаш про створення Кримської платформи. Руководитель гражданской инициативы «Право справа», военный эксперт Дмитрий Снегирев с нами сейчас на прямой связи. Пане Дмитро, вітаю вас. Вітаю, пані Юлія. Относительно крымской платформы, вот как участие Объединенных Арабских Эмиратов, в случае, если они согласятся, могут повлиять на эффективную работу крымской платформы? Вообще участие мусульманских стран в этой платформе насколько важно, пане Дмитро? Пані Ілюшо, ну давайте казати про те, що, власне, участь однієї країни нам найважливіша, а, власне, це Туреччина.
яка наразі заявила після подій на Горному Карабасі, а власне про розширення військової присутності Російської Федерації в цій країні, що вона буде розглядати власне плани деокупації анексованих територій Криму. Тобто підтримує позицію України в питаннях територіальної цілісності нашої країни. Це дуже важлива заява, бо позиція Туреччини була неоднорідна. Лунали заяви про те, що, власне, Туреччина може пристати на пропозиції Російської Федерації щодо визнання питання анексії Криму. Що стосується Саудівської Аравії, скорше за все, тут знов-таки мовиться не, власне, про безпосередній вплив Саудівської Аравії, а скорше за все це афілійовані зі Сполученими Штатами Америки країни в цьому регіоні. Таким чином будуть демонструвати підтримку власне територіальній цілісності України. Але по великому рахунку, як ви слушно зауважили, підтримка саме мусульманського світу в питаннях деокупації власне Криму, вона надважлива. Бо наразі формується пул країн, які, ну скажімо так, будуть виступати певними гарантами збереження територіальної цілісності нашої держави. Пане Валерію. Ну, я підтримую тезу, що Туреччина дуже важлива. Я на русском говорил, продолжу. Як вам зручно? Да, Турция — это ключевой партнер, союзник в этом деле. Но вот вы знаете, сколько государств поддержало резолюцию, мусульманских государств или арабских государств поддержало резолюцию вот последнюю по милитаризации. Даже не по правам человека. Вот по правам человека, конечно, это вопрос, возможно, более чувствительный для большинства таких автократичных государств. Из мусульманских стран поддержала Турция, Албания. Все. То есть та же самая Саудовская Аравия, те же самые Арабские Эмираты, про которые вы говорили, с которыми встречался вот господин Кулеба, они либо воздержались, либо не пришли на голосование. Вот в такой ситуации говорить о продуктивности, ну, с моей точки зрения, Крымская платформа — это клуб друзей Крыма, украинского Крыма. Но давайте просто скажем, что нету, правильно коллега говорил перед этим, да, что нету проукраинских государств или пророссийских государств. Каждое государство в мире имеет свои национальные интересы и руководствуется исключительно своими национальными интересами. США своими, Великобритания своими, Франция своими. То есть где-то они совпадают с нашими, где-то ситуативно не совпадают. И вот тут нам надо просто прекрасно понимать канву процесса в той или иной стране, насколько важна, то есть, поддержка той или иной страны в этой ситуации, то есть и искать точки соприкосновения. Крымская платформа — это очень сложно будет двигаться. Это не игра на 2 или на 3 или на 5 лет. Это игра на много-много лет вперед. И тут позиция именно таких преданных друзей вот этой идеи, как, допустим, Турция, я так подозреваю. Я бы хотел видеть, конечно, здесь и Азербайджан также, как еще одну страну, которая, ну, крымско-татарский язык и азербайджанский язык очень близки, элементарно, да, то есть хотя бы в этом направлении. Это одна языковая группа. Одна языковая группа, да, тюркская, да. То есть поэтому вот я хотел бы видеть поддержку вот таких близких друзей, кроме традиционной поддержки США, вспомним Крымскую декларацию, да, то есть и других стран западного либерального мира. Вот что интересно. Мы видим, как сейчас наше внешнеполитическое ведомство проделывает активную работу в направлении Крымской платформы. И пока то, что мы знаем точно, это что в следующем году в мае месяце планируется проведение Крымского саммита, куда пригласят лидеров стран, которые нас поддерживают. А сейчас мы видим, как представители нашего МИДа ведут эту работу. Чуть ли не через каждый день мы видим, как Дмитрий Кулеба и Минеджипар приглашают представителей тех или иных стран присоединиться к этой платформе. Окей, вот пройдет Крымский саммит. А что дальше, пане Дмитро? Как вы видите вот эту институциональную модель платформы по деоккупации? Это будет какое-то ограниченное количество участников за столом переговоров или в рамках какой-то международной организации, структуры будут выступать с трибуны представители тех или иных стран? Вот как это будет?
Юльсон, ви знаєте, у мене є побоєння, що відбудеться власне зустріч заради зустрічі. Справа в тім, що немає в Україні плану щодо звільнення анексованих територій Криму. Я нагадаю, свого часу, що за часів 5-го президента України Порошенка, радник голови Служби безпеки Тандіт заявив про те, що Україна жодним разом не розглядає питання силового сценарію звільнення анексованих територій. Відповідно, в канві вже цього президента новообраного Зеленського будуть знову розмови виключно про дипломатичний шлях врегулювання ситуації щодо звільнення анексованих територій Криму. Ну що таке дипломатичний шлях? Якщо є заява Росії про те, що питання Криму не стоїть на порядку денному, фактично винесено за дужки, його взагалі не варто піднімати, причому ці заяви стосуються, власне, не позиції України, а наших американських партнерів, то мені здається, що це буде знов-таки, Юльсун, зустріч заради зустрічі. Україна має продемонструвати свою дорожню карту. Я ще раз наполягаю, власне, дорожню карту, де є пункт А, пункт Б, пункт С, а не план дій. Про що наразі помилково говорять навіть в розмовах трехсторонней контактной группы. Но мы вернемся еще к ТКГ. А можно ли разработать эту дорожную карту без участия страны-агрессора? Звичайно, Юльсон, це, по-перше, якщо ми говоримо про власну дорожню карту, то думки країни-агресора нас повинні турбувати в останній момент. Погодьтеся, дуже дивно виглядає, якщо ми будемо узгоджувати питання звільнення анексованих територій з країною-агресором. Безусловно. Це вже абсолютно, погодьтеся, це відверта дурня. Тому думки країни-агресора з цього питання нас взагалі мають цікавити в останній момент. Ми маємо консолідувати міжнародну спільноту в питаннях не тільки дипломатичного, але й, можливо, військового шляху звільнення анексованих територій. Ми не можемо відкидати 100% власне цей сценарій. Останні події в Азербайджані на Горному Карабасі наочно засвідчили, що 30 років перемовин привели ні до чого. Скажите, а кто может быть нашей Турцией? Кто может быть нашим тылом, как было при Азербайджане? А власне, Юльсум, саме Турція і буде нашим тилом. Я відповів на ваше питання? Поясніть. Турція найбільше зацікавлена у звільненні, власне, анексованих територій. Йдеться про пантюрський характер зовнішньої політики цієї країни. Я називаю речі своїми іменами. І, відповідно, російська присутність на території анексованого Криму Турцію жодним чином не влаштовує. Тому казати про те, що у нас не будуть прикриті тили, це як мінімум знов-таки видавати, скажімо так, власне бачення, яке не відповідає міжнародним реаліям. Турція вже, я ще раз підкреслюю, чітко заявила, що буде розглядати питання звільнення анексованих територій. Це прямий сигнал. Дійте, ми вас підтримуємо. Пане Валерію, ви согласны с такой позицией? Не совсем. Я думаю, что у Турции сейчас есть такая более сложная политика, то есть ее нельзя в какой-то степени однозначно оценивать. И эта политика касается не то просто там ситуации в Карабахе, там, где есть российские миротворцы и турецкие, да, то есть это и Ливия, это и Сирия, это, в принципе, проекция пантюркизма, да, про который сказал коллега. Возможно, будет умнее для Турции, и это, в принципе, видно из определенных политических шагов, не идти на конфронтацию, по крайней мере сейчас. То есть, возможно, когда Россия будет слабой, посмотрим, насколько Путину удастся удержать сферу влияния. Видим, что он, в принципе, теряет уже символы постсоветские, которые здесь были. Я уверен, что тот факт, что Турция зашла впервые за 100 лет на Южный Кавказ, не останется незамеченным Китаем, который экономически уже полностью доминирует в Центральной Азии, и он будет вытеснять Россию оттуда. Если Россия ослабнет, если Россия будет слабой, как известно, слабая, загнанная в угол крыса, она начинает бросаться. Вот если она бросится, то я думаю, что
тогда, скорее всего, нас все-таки будут защищать Штаты. И все-таки для нас первичным это Союз Соединенных Штатов Америки. Хотя Турция — это хорошая опция. Это хорошая опция на дальнюю такую игру, где, в принципе, с Турцией, я думаю, что нам удастся построить паритетные хорошие отношения в мире, в котором не будет агрессивной России. Мы с вами уже несколько раз упоминали процесс в рамках трехсторонней контактной группы в Минске. Давайте перейдем на эту тему и обсудим подробнее, учитывая, что в 2021 году Украина, оказывается, предложит новые шаги по урегулированию конфликта на Донбассе. Об этом заявил глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук. Вот что он сказал. У новому році будуть більш рішучі і більш конкретні дії для досягнення головного питання – встановлення миру на Донбасі. Я думаю, якщо ми запропонуємо реальні кроки, то нас зрозуміють перш за все в Україні і за кордоном, де вірять і знають, як виконувати міжнародні норми. Реальные шаги – это что? Что они сделали на протяжении последних 6 лет, что предложат сейчас, пане Дмитро? Юльсон, я хотів би єдина репліку шановному колезі. Є помилкове твердження про те, що Російська Федерація послабила свої позиції на Кавказі. Мається на увазі, власне, в Вірменії і на Горному Карабасі. Навпаки, Росія отримала 2 додаткові військові бази і фактично присутність безпосередньо на території самого Азербайджану, чого раніше неможливо було навіть уявити. От на цьому нам варто і грати. Наразі йде військово-політичне протистояння якраз по вісі Москва і, відповідно, Анкара. І як слушно зауважив колега справедливо, що протистояння військове йде не тільки безпосередньо на території Азербайджану, але й Сирії і Лівії. І тому територія анексованого півострова Крим мається на увазі, є зоною стратегічних інтересів відповідно Туреччини. І на цьому українській політиці треба грати, влаштовувати, використовувати цей важіль впливу. Що стосується, власне, мінських домовленостей, ви знаєте, тут мене дивує, Гюльсум, розбіжність думок всередині української делегації. Пан Кравчук заявляє одне, в той час як радник пана Кравчука заявляє про те, що наразі немає потреби в плані Б. Нас це влаштовує. Тільки не зрозуміло, що влаштовує пана Арестовича. Він сьогодні заявляє про те, що, власне, нормандські домовленості виконані фактично на 50%. В той час, як посол Росії в Сполучених Штатах заявляє про те, що нормандські домовленості виконані лише в моменті 2 пунктів. Обмін військовополоненими і то частково, і, відповідно, умовне припинення військового протистояння. Поясніть мені, як може бути подібні розбіжності в оцінках ситуації всередині трьохсторонньої контактної групи, причому розбіжності в оцінках керівника трьохсторонньої контактної групи і, відповідно, його радника і єдиного голосу цієї трьохсторонньої контактної групи. А це знову свідчить, пані Гюльсум, про те, що у нас немає плану ні Б, ні С, ні Д, про який заявляли, власне, і військово-політичне керівництво України, і представники, відповідно, Міністерства закордонних справ. Це крапка. Бытует такое мнение, что как план «Б», возможно, будет предложено введение миротворцев на Донбасс, и, возможно, даже Зеленский инициирует отключение России от международной финансовой системы SWIFT. Пане Валерию, что вы думаете по этому поводу? Это старая сказка, особенно про SWIFT. Про миротворцев тоже, в принципе. И если говорить про букву закона определенной, если мы зафиксируем, что у нас 22 июля соблюдается перемирие, то основания есть. Основания есть говорить снова такие поднятия документы, которые лежат там 17 года в ООН. И миссия по поддержанию мира, то есть она может зайти в страну по приглашению, должна быть подготовительная работа, должен быть бюджет. Это самый важный вопрос, наверное, про который стоит говорить. И это должна быть стратегия выхода этой миссии. То есть, если Украина начнет поднимать это, я, конечно, буду поддерживать 2 руками такой сценарий. Однако, мне кажется, что вот такая половинчатая модель, которую сейчас исповедует администрация, офис президента и ТКГ, то есть, что у нас в Минске все устраивает, только немножко надо его поменять. Вот гибкость, да,
которую пресловуто говорила Меркель в свое время. Я хотел бы верить, что следующий год — это последний год, когда мы будем праздно имплементировать то, что имплементировать нельзя. Формулу Штайнмайера? Имплементировать Минские соглашения так, как там. И формула Штайнмайера — это один из аспектов. Сами Минские соглашения, если их имплементировать шаг за шагом, так как там написано, как Россия хочет, но это гражданская война в Украине. Это минимум. Давайте подключим сейчас к нашому ефіру Василя Вовка, експерта з національної безпеки, і продовжимо нашу дискусію. Пане Василю, вітаю вас. Вітаю вас. Дуже погано вас чути, але чи ви мене чуєте? Ми чуємо вас дуже гарно, а ви зараз як нас чуєте? Зараз краще, так, краще видно. Пане Василю, вот мы слышали недавнее заявление Леонида Кравчука, который сказал, что Украина в начале 2021 года уже предложит новые шаги по урегулированию конфликта на Донбассе. Более того, до этого мы слышали заявление от секретаря РНБО, который сказал, что да, мы все-таки готовим какое-то решение. Что это может быть? Как думаете? Давайте згадаємо, що півроку назад ті самі посадові особи говорили, що є 5 планів, із них 3 таємних, і вони всі готові. То що вони готуються чи вже готові? Я вам дам відповідь об'єктивну, прозору і основану на реаліях, які ми всі знаємо. Можливо, я знаю чуть більше. План Б, тобто будь-який план, крім плану А, це вихід з мінського формату. Це конфлікт з Німеччиною, Францією, а значить Сполученими Штатами Америки, оскільки нічого з ними не погоджено на сьогодні. Тому я не вірю в ці плани А, Б, В і аж до я до м'якого знака. Я думаю, що ми будемо продовжувати повтихатися в плані А і вже в глухому куті заходимо в петлю, засмор. Десь часом нас просто задавлять, тому що цим бла-бла-бла-бла, хай мене вибачають високопосадовці, ми нічого конкретного не чуємо. Я не бачу конкретних кроків, навіть непопулярних серед українців. Скажите, а есть ли тогда смысл оставаться в Минских соглашениях, и можем ли мы предложить какой-то альтернативный вариант решения проблемы? Ми вже чули відповіді, оскільки закиди такі були, щодо повернутися в Будапештський формат, Женевський, який завгодно. Міжнародна спільнота, в першу чергу Сполучені Штати Америки, які віддали на війську Україну, Франції і Німеччини, не бачать нічого, вони задоволені тим, що є. Для них головне, що далі не розповсюджується російська агресія, а проблеми біди нації української держави, на жаль, їх не сильно хвилюють. Тому ніякі інші формати прийняті не будуть. Ми все одно будемо топтатися, ще раз повторюю, у цьому форматі, так званому А, мінському форматі, в нормандській платформі. Ну, немає іншого виходу. І, знаєте, скільки вже говорять про ці плани Б, В, Г, Д, але ніхто не сказав хоча б 2 пункти з цих планів. То побачите, теж там ноу-хау, що там сприймається. Може бути тільки один план реальний, це звільнення території військових шляхом. Але він реальний не сьогодні, а навіть не найближчій перспективі. Дякую дуже, Василь Вовк, експерт з національної безпеки, був з нами на прямому зв'язку. Пане Валерію, вы сказали, что имплементация Минских соглашений может привести к гражданской войне, но у нас ведь есть пассионарное общество, которое не даст имплементации Минских соглашений. Именно в таком формате, как они прописаны. Сначала выполнение политической части, а потом безопасность. Да, есть такая ситуация, то есть, которая, возможно, станет предохранителем катастрофы, про которую мы тут говорим, связанной с имплементацией соглашений. Однако Россия может сознательно расшатывать вот это направление. То есть уже сейчас это видно. То есть они говорят, что вот все, что сейчас есть, считайте, что это выполнение плана безопасности. Вот это с перемирия, условно, режим прекращения огня с 22 июля. Вот теперь давайте к политике, наконец-то, да, перейдем. То есть и Россия манипулирует это. И Россия будет использовать и дальше, до тех пор, пока она не дискредитирует власть, не дискредитирует те усилия, которые сейчас есть по
урегулирования этого конфликта. И любая опция хороша. Будет хаос в Украине — хорошо. Будет парламентский кризис и выборы — тоже хорошо, потому что это шанс на усиление пророссийских партий. То есть у России все карты на руках с точки зрения дестабилизации. Но вы знаете, вот если мы говорим про новый план Мореля, а вот именно это и будет, это план ОБСЕ, который сведет воедино позицию России, так называемых ЛНР, ДНР, как они называют это, и план Кравчука. И вот если мы на вот новый план Мореля, ОБСЕ под вывеской, не согласимся, то есть великие шансы, большие шансы, что Россия пожнет плоды. И эта Украина будет той стороной представлена, которая срывает вот такой план. И детонатор уже заложен, даже в плане Кравчука. Вот эта дата 31 марта 2021 года для выборов абсолютно нереальна. Вот Россия скажет, что, пожалуйста, мы готовы. То есть давайте все сделаем как нужно, вы только проведите там выборы. А выборы на этой территории, ну, давайте просто поймем, что это там не будет демократии, никакого процесса демократического и близко. Это чтобы посадить условного Пушилина в кресло депутата Верховной Рады. А вот этого точно не случится. Вот предохранители, про которые мы говорим, и уже тогда будет, это не просто предохранитель, это будет что-то большее. Это то, что снесет новый Майдан, то, что может снести всю структуру власти в Украине. И это снова-таки на руку России. России важно сделать из України failed state. Дякую і дуже. використовувати цю ситуацію. Дякую, пане Валерію. Валерій Кравченко, директор Центру міжнародной безпеки, був з нами на прямом зв'язку. Пане Дмитро, ну мы же с вами понимаем, что эти сроки, которые были озвучены, 31 марта, это нереальные сроки. Вы, как военный человек, лучше всех, наверное, знаете, что за 4 месяца провести демилитаризацию, верификацию этого вывода просто невозможно. Пане Дмитро. Так, я вас чую. Повторіть, будь ласка, питання. Я перепрошую, звук дуже поганий. Мы же понимаем, что проведение выборов на Донбассе 31 марта – это нереально. Вы, как военный человек, наверное, лучше знаете меня, что демилитаризация этой территории, потом верификация этого вывода может занять год, а то и полтора, а то и больше. Ви знаєте, я погоджуюся повністю з оцінками, власне, пана генерала, мається на увазі Василя Вовка, щодо так званого плану Б. План Б – це, власне, вихід з мінських домовленостей. Відповідно, українська сторона ніколи, власне, не піде на подібний сценарій, прекрасно розуміючи всю небезпеку, власне, мається на увазі, в першу чергу, військово-політично. Що стосується плану проведення виборів на окупованих територіях 31 березня, він не здійснений. Не здійснений навіть в моменті виконання тих самих мінських домовленостей, в тому розумінні, в якому подає українська делегація. Я вже неодноразово говорив в вашій студії про те, що нам не треба відступати від плану дій, які закладено, власне, покроково. Нам треба підвищувати суб'єктність місії ОБСЄ, щоб, власне, не українська сторона, а ОБСЄ і країни, які входять в ОБСЄ, взяли на себе персональну, політичну і фізичну відповідальність за проведення виборів на окупованих територіях. Вони ніколи не підуть на цей крок. А це, власне, і є фактично закінчення так званих мінських домовленостей. Якщо вибори не можна провести під егідою ОБСЄ, і ОБСЄ це визнає, то, відповідно, всі інші пункти мінських домовленостей не варто й виконувати. Натомість українська делегація, на жаль, вперлася в питання безпекових, покрокових шагів. Спочатку начебто кордон, а потім ми даємо згоду на проведення виборів. А це і є велика помилка української дипломатії. Вона дає можливість російській стороні маніпулювати на міжнародній арені, звинувачуючи саме Україну в порушенні взятих на себе зобов'язань щодо Мінську-1 і Мінську-2. Мається на увазі покрокове виконання цих зобов'язань. Спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович недавно сказал, что украинская сторона в ТКГ по Донбассу ждет существенного прогресса после заявления президента России Путина о готовности работать в нормандском формате. Вот что он сказал.
У нас є від президента Росії підтвердження, що нормандський формат працює і буде працювати далі всупереч усім складнощам. Перемир'я на Донбасі триває 4 місяці, і це величезне досягнення. Росія часто робить суперечливі повідомлення, і ми просили, щоб президент Росії взяв на себе політичну відповідальність і сказав представникам ТКГ, як і що вони будуть робити. Цю заяву ми розглядаємо як привід для стриманого оптимізму. Нарешті президент Росії висловив свою позицію, і я думаю, що ми цю позицію врахуємо і побачимо на засіданні ТКГ. Ми сподіваємося на істотний прогрес. Прогрес вже був, я думаю, що буде ще. Напомню, ранее президент России Путин заявил, что намерен продолжать работу в нормандском формате на уровне политических советников лидеров России, Германии, Франции и Украины. Об этом сообщается на сайте Кремля. Вот эти ожидания прогресса, они тщетны, как вы думаете, озвученные Арестовичем? Юрій, я дякую. Ви більш фахова людина в питаннях, власне, міжнародної політики, ніж пан Арестович. Власне, про те, що ви зацитували, є відповіді на ваше питання. Путін наполягає на тому, що він не проти роботи в форматі радників, не голів країн. Тобто не йдеться про відновлення нормандського формату в тому розумінні, який вкладає Україна. Тобто зустріч голів країн мається на увазі Франція, Німеччина, Росія з метою, власне, скажімо так, підбити підсумки попередніх домовленостей. Про це не йдеться. Путін дуже тонко використовує фразеологію. Тобто він говорить, що він не проти зустрічі в форматі радників, але разом з тим Російська Федерація не називає дати проведення самого нормандського формату. Про це треба говорити. А те, що говорить Арестович, я перепрошую, я не знаю, хто його взагалі призначав, і тепер як от подібні заяви буде українська сторона коментувати. Це фактично перекривлена інформація. Я не розумію, для чого вона подається. Треба казати, називати речі своїми іменами. Російська Федерація наразі заблокувала і Мінський, і Нормандський процес. Якщо і будуть зустрічі, то зустрічі в рамках радників країн, не більше того. Дякую дуже вам, пане Дмитро. Дмитро Снегирьов був з нами на прямому зв'язку. Голова громадської ініціативи «Права справа», військовий експерт. Дуже дякую. Я перехожу к следующей теме, к Беларуси. Там во время очередной акции протеста в воскресенье были задержаны более 300 человек, среди которых, в частности, и журналисты. Среди задержанных известная 73-летняя активистка Нина Богинская, в квартиру которой на прошлой неделе ворвались люди без опознавательных знаков. 79-летняя мать журналистки Анны Соус, Лариса Соус, известный поэт и певец Влад Ленкевич, журналист агентства «Интерфакс-Запад» и ряд других личностей также были задержаны. Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская тем временем выразила готовность возглавить страну в переходной период и исполнять обязанности президента в течение 45 дней. Руководителем на 45 дней, надеюсь, заявила Тихановская в интервью интернет-порталу «Тутбай», отвечая на вопрос, видит ли она себя в будущем руководителем Беларуси. Советник Тихановской по международным вопросам Франк Вящерко при этом отметил, что время пребывания Тихановской на посту президента Беларуси может затянуться. В других странах оно тоже затягивалось. Вот что он сказал. Наше завдання якомога швидше зробити, щоб нові вибори відбулися на нормальних умовах, і всі мали однакові умови для конкуренції. С нами сейчас на прямой связи Антон Гашинский, адвокат, прямо из Беларуси. Пане Антон, витаю вас. Да, здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, вот какое сегодня отношение у протестующих к Тихановской? Мы видим, как она постоянно делает такие заявления издали. То вот она говорила о проведении забастовки, выдвигала некие ультиматумы. Сегодня она говорит о том, что готова быть президентом в переходной период, то есть в течение 45 дней. Вот она подтвердила в том числе, что оппозиция придется садиться за стол переговоров с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко. Вот Тихановская сегодня имеет такое политическое влияние в Беларуси на протестующих и не только? Особенность белорусского протеста в том, что у этого протеста нет лидеров. На сегодняшний момент сама Тихановская, она, можно сказать, чуть-чуть оторвана от этого протеста, потому что она находится вне пределов Республики Беларусь. Она больше
скажем так, объединяют в себе оппозиционные блоки, которые находятся вне пределах Республики Беларусь, чем те, которые находятся внутри. И поэтому многие до сих пор его расценивают как определенного лидера оппозиции, хотя по большому счету из новостной повестки в Беларуси и из многих лент она периодически выпадает. Поэтому, скажем так, те призывы, которые она делает, эти призывы, может быть, кто-то и пытается выполнить, но такой консолидации оппозиционных движений в Беларуси нет вокруг нее. Ну а как думаете, есть ли понимание у штаба Тихановской, как выходить из этой ситуации, в которой сегодня оказались белорусы? На сегодняшний момент сложно об этом говорить, потому что не видно никаких активных действий со стороны этого штаба, не видно определенных заявлений, и главное, не видно признания этой проблемы, которая на сегодняшний момент имеется. А какая позиция тогда у протестующих? Они ведь выходят массово на протестные акции. Как они видят будущее этого протеста? Только лишь требуют отставки самопровозглашенного Александра Лукашенко? А что дальше? Вот как они видят развитие политической жизни Беларуси дальше? Выход из этого политического кризиса? Есть ли какое-то понимание у самих протестующих? На сегодняшний момент то, что я вижу, в том числе из средств массовой информации, это то, что люди выходят и протестуют против насилия, которое повсеместно и часто применяется со стороны силовиков во время разгона массовых мероприятий. Они выходят против несправедливости, которая творится в правоохранительных органах. По большому счету, выход из этой ситуации многие из них видят в том, чтобы что-то поменялось во власти, и в том числе кто-то видит выход в общенациональном диалоге, который должен произойти. Но опять-таки власть говорит, что с улицы разговора не получится. Хотите диалог, давайте идти в цивилизованное русло. То есть у нас есть возможность, и у протестующих есть возможность создавать партии. Окей, давайте, создавайте партии, выдвигайте кандидатов в переговорный процесс. И этот переговорный процесс пойдет, он начнется, и власть готова к этому. К сожалению, этого сейчас не происходит, поэтому все эти протесты рано или поздно приведут к тому, что будут еще больше и больше ужесточаться репрессии, и люди будут привлекаться еще строже и строже к уголовной и административной ответственности. Скажите, а есть ли кто-то, на кого сейчас белорусы, протестующие белорусы рассчитывают? Вот кто их будет выводить из этого политического кризиса? Кто станет таким белорусским Моисеем, если хотите? На сегодняшний момент ярко выраженных лидеров в белорусском протесте нету. Они либо находятся за границей и, соответственно, оторваны от общего движения в Беларуси, либо они находятся в СИЗО, в тюрьме, соответственно, они тоже не могут никак влиять. А других лидеров нету. То есть можно ли сделать вывод с ваших слов, что самопровозглашенный Александр Лукашенко будет всячески пытаться деморализовать население и свести, просто маргинализировать и окончательно свести весь протест на нет? Заметьте, этот вывод сделали вы, а не я. Я у вас спрашиваю. Понимаете, рано или поздно определенные факторы, которые движут этим протестом, движением, они снизойдут на нет, и протест сам по себе затухнет. Но это произойдет рано или поздно, и этих факторов достаточно много, в том числе и погодный фактор. Вы поймите, что выходить на протест в минус 10, минус 20 — это не то же самое, что выходить на протест в плюс 25. Поверьте, мы-то знаем. Да, и этот фактор тоже немаловажен. Плюс на сегодняшний момент в Беларуси с 9 августа было задержано более 30 тысяч человек.
И вы должны понимать, что многие после того, как были задержаны и подвергнуты наказанию в виде ареста, уже не приходят на протестные акции. Сегодня... Это тоже фактор определенного устрашения, который работает. Сегодня президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, что может передать часть полномочий главы государства Всебелорусскому народному собранию. Этот орган он предложил сделать конституционным в стране. Давайте вместе его послушаем. Всебілоруські народні збори треба зробити конституційним органом, щоб був такий орган, який би контролював головні напрямки нашого розвитку. Якщо ми знімаємо деякі обов'язки з президента, їх треба кудись передавати. В уряд і парламент ці повноваження не годяться. У нас є всебілоруські народні збори, тому деякі повноваження доведеться передати. Вот, как думаете, что это за всенародные такие белорусские сборы? И вот допустил сейчас Александр Лукашенко, как мы видим, возможность перераспределения полномочий. Вот это попытка какой-то найти компромисс или просто заигрывание? Что это? Ну, поймите, это предложение, которое прозвучало в СМИ, это только лишь предложение. Это одна из концепций, которые рассматривает власть для того, чтобы решить ту конфликтную ситуацию, которая возникла, и снять политическое напряжение. Да, вам не нравится президент, окей, тогда давайте будет всенародное собрание, которое будет избираться раз в 5 лет и будет определять общие направления развития страны и общие принципы развития. А остальные власти, это законодательная, там, судебная, исполнительная, будут реализовывать эти направления. То есть фактически роль президента будет, это роль теперешнего премьер-министра, то есть фактически президент будет заниматься только исполнительной властью, а всеми остальными направлениями и судьбоносными, определяющими, это те принципы, которые будут вырабатываться, они будут вырабатываться в всенародном собрании. Это собрание, состоящее из делегатов от всех там областей и города Минска. Делегаты будут избираться на 5 лет. И, соответственно, фактически мы перейдем в так называемый какой-то гибридный тип парламентской республики, когда будет существовать и всебелорусское собрание, и будет еще существовать Палата представителей. Угу. Зачастил к вам в Беларусь, кстати, министр иностранных дел России. Вот скажите, сейчас у белорусов меняется как-то отношение к России, очевидно, которая поддерживает и продолжает поддерживать режим тирана Лукашенко? Ну, опять-таки, сложно сказать за всех белорусов, насколько у них меняется отношение к России, потому что каких-то, скажем так, какого-то деструктива эти встречи, по сути, не несут в себе. То есть нет громких заявлений после итогов этих встреч о том, что будет происходить что-то, что будет ущемлять права белорусов. Эти встречи, наоборот, носят больше конструктивный характер, при которых обсуждается в том числе финансирование Республики Беларусь в это тяжелое время, когда в стране ковид, и нам еще предстоит пережить сложный экономический кризис, которым вызвана эта ситуация, которая произошла. Пане Антоне, есть ли у вас какой-то прогноз? Что будет дальше? В какой перспективе? Я думаю, что в любом случае политический конфликт, который есть, и ситуация, она разрешится, рано или поздно будет найден компромисс определенный, и, скажем так, все должно закончиться достаточно неплохо. Сейчас разрабатывается проект, концепция, вернее, амнистии по политзаключенным. Если эта амнистия будет принята, то все политические заключенные, я думаю, при наличии определенных обстоятельств выйдут на свободу, и это будет очень хорошо и позитивно воспринято. Спасибо большое. Дуже дякую. Антон Гашинский, адвокат с Беларуси, был с нами на прямой связи. Чохсагомс. Но я хочу перейти к следующей теме, к
Соединенным Штатам Америки. Там действующий президент США Дональд Трамп провел первый митинг после проигрыша на президентских выборах. На митинге он должен был агитировать за республиканских кандидатов в Сенат. Однако президент решил сконцентрироваться на себе. Акция, которая прошла в штате Джорджия, стала частью кампании в преддверии январських виборів в Сенат. Вони обманули нас і сфальсифікували наші президентські вибори, але ми все одно їх виграємо, і вони збираються спробувати сфальсифікувати і ці вибори. Также Дональд Трамп, выступая в субботу перед сторонниками в штате Джорджия, заявил, что не хочет ждать следующих выборов, чтобы вернуть себе кресло в Белом доме. Он в очередной раз не признал поражение на президентских выборах в Соединенных Штатах Америки. Давайте вместе послушаем его цитату. Ми також збираємося повернути владу над Палатою представників. Потім у 2024 році, сподіваюся, мені не доведеться бути кандидатом, ми збираємося знову виграти Білий дім. Я не хочу чекати 2024 року. Я хочу повернутися на 3 тижні назад. Также сегодня стало известно, что Джозеф Байден уже представил свою команду. До этого мы видели ряд кандидатур, которые он представил. Также, как стало известно, Джозеф Байден уже определился, кого он хочет назначить на руководителя, на пост руководителя Пентагона. Так, Джозеф Байден планирует назначить генерала в отставке Ллойда Остина министром обороны. Сообщают американские средства массовой информации. Если это подтвердится, то хочется отметить, что Остин является ветераном вооруженных конфликтов в Ираке и Афганистане, и он может стать первым министром обороны афроамериканцем. Как мне подсказывают наши редактора, с нами сейчас на прямой связи Андрей Андреевич Пиантковский, политический обозреватель, диссидент. Пан Андрей, здравствуйте. Добрый день. Добрый день. Ну вот мы слышали недавно заявление Дональда Трампа, который сказал, что не хочет ждать уже следующих выборов, чтобы вернуть себе кресло в Белом доме. Вот о чем это говорит? Он такой начинает уже запуск предвыборной кампании 2024 или что? Да, он планирует уже, где-то сказал, что в день инаугурации Байдена он соберет громадный митинг своих сторонников по Флориде и объявит свою кандидатуру на 2024 год. Ну, положительно в этом информации то, что он все-таки хотя бы косвенно признает, что он проиграл выборы и не будет больше цепляться за свое кресло. Тем более, что он уже исчерпал все ходы. В Соединенных Штатах, в отличие от России, Украины, нет Центральной избирательной комиссии. Нет у них Панфиловой, которой он мог бы пожаловаться. Центральная избирательная комиссия есть в каждом штате. И этой комиссией является законодательное собрание штата. Половина этих штатов руководят республиканцы, и большинство в этих. Он обращался, и все штаты отказали в исках Трампа. 14 числа все выборщики уже живьем, это 434 человека собираются, и там они формально проголосуют за Байдена. Так что никаких уже ходов у него не осталось. Ну вот теперь надеяться на 2024 год. Но скажите, все же не раскалывают ли вот такие заявления Дональда Трампа американское общество, еще больше его поляризирует? Нет, потому что республиканский истеблишмент его не поддержал. Ну, я уже сказал вам, что руководители республиканцев штатов отказали ему в исках, ну, потому что за ними не было никакого содержания юридического. И все большее количество сенаторов рекомендует ему оставить эту бесплодную борьбу, которая его только дискредитирует. Ну, конечно, он наносит ущерб самому принципу американской демократии. Вы можете себе представить, что творится на российском телевидении, когда они 24 часа в сутки рассказывают, что выборы в Америке фальсифицированы, и основной удел. Вот ведь сам президент Соединенных Штатов это подтверждает. Что же вы еще хотите?
Вот до 20 января, когда у Трампа еще сохраняются полномочия президента США, что он может напринимать, как вы думаете, такого? Вообще может ли он это сделать, что может потом каким-то образом попрепятствовать, помешать работе новой администрации Джозефа Байдена на президентском посту? Он может предпринять акцию, которая вряд ли вызовет одобрение демократов и затруднит проведение Байденом в этом вопросе его намеченную им политику. Но я здесь бы поддержал Трампа. Он может отдать приказ о ликвидации ядерных объектов Ирана. Вот масса признаков свидетельствует о том, что напряжение вокруг Ирана нарастает. Разъясните, а почему демократы будут против? Потому что для них священным писанием является вот это соглашение 6 держав с Ираном, которое заключил Обама, о приостановке ядерного проекта Ирана. Но Иран, как показал израильская разведка, нарушает это соглашение, продолжает разработку ядерной бомбы. В то же время его руководители государства неоднократно угрожали Израилю уничтожением. В этой обстановке, если это не сделает Трамп, это делает в конце концов Израиль самостоятельно. Но вот у Трампа сложились очень хорошие отношения с израильским премьером-министром Нетаньяху. Ну и недавно, вы, наверное, конечно, знаете об этом, израильтяне, это официально не заявляют, никаких сомнений нет, ликвидировали в Тегеране руководителя иранского ядерного проекта. Да. В Саудовской Аравии была очень необычная встреча Помпео, принца Салмана и Нетаньяху, на которой они обсуждали американские авианосцы сейчас сосредоточатся в Персидском заливе. То есть я бы не исключал вот такого шага Трампа. Скажите, а вот что будет означать для мира и для Соединенных Штатов Америки намерение Джозефа Байдена назначить на пост руководителя Пентагона Ллойда Остина? Вот насколько это хороший специалист? Может, вы больше знаете о его профессиональной деятельности? Ну, более высоких профессиональных характеристик не может быть у человека. Это 4-звездный генерал в отставке, который еще 2 года назад возглавлял так называемый Central Command, центральное командование вооруженных сил Соединенных Штатов. Это командование, ответственное вот как раз за тот регион, о котором мы с вами говорим. Регион Ближний Восток и Индийский океан. Это высокий профессионал. Ну и кроме того, это отвечает вот принципу формирования байденского кабинета, такое этническое и гендерное разнообразие. Генерал Остин чернокожий. До вчерашнего дня основным кандидатом была женщина. Ну вот, решили в пользу чернокожего. Но вы спросили о его профессиональных качествах, они не могут вызывать никаких сомнений. Скажите, а почему вот чуть ли не каждое назначение, новое назначение Байденом тех или иных людей на различные там должности вызывает такую истерику в российских средствах массовой информации, как, впрочем, это было с Дженнифер Псаки? Ну, вызывает истерику вызвала сама победа Байдена. Не столько победа Байдена, как потеря такого ценнейшего для Кремля актива, как Трамп. Трампа многие называют русским агентом, но я не верю в то, что он агент в таком бульварном смысле слова, подписывал какие-то обязательства и выполняет задания. Он гораздо более ценный агент. Он безграмотен во внешней политике, но у него есть набор каких-то личных убеждений, и эти убеждения полностью соответствуют пожеланиям Кремля. Это разрушение НАТО, это отказ от всех западных союзов. Вот за эти 4 года он делал для
разрушение не только трансатлантической солидарности, но и союза в Америке, в Азии, с Южной Кореей, с Японией больше, чем все коммунистические агенты, руководители там за последние 70 лет. Поэтому потеря такого человека во главе Соединенных Штатов это очень болезненный удар для Кремля, и они никак не могут успокоиться. Ведь вы же еще последний, Путин-то до сих пор не поздравил. Да, не поздравил. Не поздравил Байдена вызывающе. Скажите, а вот что глобально для мира означает победа Джозефа Байдена на президентских выборах США? Вот в частности для Украины. Вот у нас многие эксперты, многие журналисты говорят, что с уходом, именно с уходом Дональда Трампа и приходом Байдена может начаться консолидация Запада в вопросе деоккупации наших территорий. Так ли это? Победа Байдена означает возвращение Запада как политического института на международную арену. Байден вообще не понимает, ведь мы привыкли все, я вот последние 70 лет слежу за политикой, воспринимать человека, который сидит в Белом доме, как лидера Запада, лидера свободного мира. А вот Трамп, он просто этих слов не понимал. Я уже сказал, он делал все, чтобы разрушить Запад, и он не воспринимал политику как конфронтацию свободного мира с авторитарными режимами. Байден и его команда, они как раз носители именно такого восприятия. Ну и, соответственно, отсюда к Украине. Вообще поддержка Украины и сопротивление российской агрессии – это консолидированная политика всего истеблишмента американцев, в том числе и республиканской партии. В том числе на этих позициях стояли министры Трампа, Помпео и Эспер, поэтому, в частности, были и поставлены джавелины не благодаря Трампу, а вопреки Трампу. Вот. Но что касается деоккупации, это не означает, что... Я думаю, что в Украине нет сейчас планов какой-то немедленной деоккупации Крыма и Донбасса. Вопрос деоккупации будет решаться исторически в контексте внутренних событий в России. Я бы сказал так. Донбасс будет возвращен немедленно после ухода Путина с политической арены. А Крым будет возвращен после падения путинского режима в целом. На смену Путину могут прийти примерно такие же люди, но за Донбасс они уже цепляться не будут. Достаточно у них этих Абхазий, Осетий, которых нужно содержать. Теперь вот и Армения превратилась в Абхазию. Задача Украины сейчас не допустить дальнейшей агрессии, противостоять попыткам, используя Минские соглашения, втолкнуть в политическое тело Украины эту раковую опухоль, называемую ОРДО, и легализовать ее в Украине. Вот, по-моему, на этой неделе, кстати, будут в Украине в Раде снова дебаты по поводу особого статуса и изменения Конституции. Вот эту задачу надо решать сейчас. Алло. Сорвался, к сожалению, у нас видеозвонок с Андреем Андреевичем Пиантковским, который был с нами на прямой связи, политический обозреватель и диссидент. Спасибо вам большое, дуже дякую. Ну, а я вынуждена с вами попрощаться. Мы прерываемся ненадолго, всего лишь на 5 минут. Далее эфир информационно-аналитической программы «Бугунь» мы уже продолжим на крымско-татарском языке. К нам в онлайн-режиме присоединится лидер крымско-татарского народа Мустафа Джемилев. Не пропустите. Корушкенч.